То я думаю, что Республика Саха-Якутия будет одним из локомотивов движения вперед российского государства. Чем я могу оперировать при этом? Значит, вот недавно я прочитал интервью главы республики газете «Коммерсант», где он говорит о том, что вот арктическая часть Якутии практически в геологическом отношении не изучена. Здесь много чего можно отыскать в недрах и использовать это на пользу человеку. Так вот, я считаю, что роль Якутии в этом отношении будет очень существенной, поскольку арктическая часть, шельфовая зона, практически по некоторым данным, особенно вот если мы посмотрим геологические изыскания Севморпути 30-е и 40-е годы, хотя это были такие эпизодические, но тем не менее до сего времени у нас на побережье северном стоят законсервированные нефтеразведочные скважины. И я в бытность свою председателем правительства, пару скважин мы расконсервировали, и эту нефть использовали для котельных арктических наших улусов. То есть это свидетельствует о том, что на шельфе расположены огромные запасы природных ресурсов. Ну, в первую очередь нефть, газ. Ну, я знаю, что там много алмазов, много золота. Но если алмазы еще в какой-то мере разведывались, то по золоту вообще никаких работ на севере практически не велось. Поэтому, учитывая динамику использования вот этого вида топлива, как углеводородов, мы сегодня, и ученые достаточно убедительно говорят, что вот этот центр обеспечения мира углеводородами переместится на север. Но это не просто слова. Это будет новая цивилизация. Сегодня у нас в арктических улусах особенно, практически никакой производственной деятельности, кроме рыболовства, коневодства, оленеводства, не ведется, такой масштабный. И поэтому если государство и общество решат идти вот таким путем, это что такое? Это означает, что ближайшие 50, я так примерно оцениваю, да, вот здесь у нас в Якутии должна быть создана мощнейшая научно-техническая база. Это одна часть. Затем производственная база. А это включает в себя не просто, как сегодня делаются, кинули вахтовиков, пару станков, и без участия местного населения практически на нашей территории идет добыча того, всего, и вывозится все это. Здесь должна быть создана мощнейшая производственная база. Это транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, социальная инфраструктура, практически меридионального направления. Если сегодня у нас практически широтного направления в основном, да, кроме железной дороги, то вот это будет направление. И я знаю, что где-то года 2 назад якутское отделение, сибирского отделения науки, российской науки, какие-то предварительные проработки по этому поводу делало. Вот это все должно подняться на государственный уровень. Государство, и в том числе Якутии, руководители Якутии должны проявить максимальную инициативу, привлечь ученых для того, чтобы сделать эту программу для начала.
Это вот мой масштаб времени. 50-100 лет. Но это надо начинать сейчас. А вот ближайшие задачи, я считаю, надо преодолеть нищету, ликвидировать бедность. Вот, значит, по итогам прошлого года у нас 170 тысяч людей в республике живут за чертой бедности. А что такое преодолеть бедность? Надо развивать производство. Понимаете, вот это желание перескочить через, значит, развитие производства, да, в потребительское общество, да, как вот американцы там прошли, другие западные страны. Это зачем нам эти ошибки повторять? Нам надо, значит, развивать производство, а это не просто производство само по себе. Значит, там должны быть наши граждане работать, они должны получать хорошую зарплату, и они должны быть уверены в своем будущем детей, внуков. Вот эта вот задача, значит, ликвидировать бедность тянет за собой огромный шлейф, значит, других задач. Без решения вот этих способствующих, если так можно выразиться, задач, бедность не преодолеть. Это вот вторая. Это я вот примерно оцениваю в 20-25 лет. Дальше сельское хозяйство. Мне совершенно не импонирует, значит, вот в последние 10-15 лет ситуация на селе в Якутии. Понимаете, таким путем мы не поднимем, значит, уровень жизни на селе. Надо решать, применяя современные приемы, методы. Да, есть рынок, да, есть глобализация. Это общеглобальные пути решения человеческой цивилизации. И мы в одной Якутии, даже в одной России, помимо этого, ничего не решим. Но мы должны вписываться в эту мировую цивилизацию, используя свою специфику, свои методы, менталитет народа, понимаете? Якуты, саха выжили почему? Потому что они трудились всегда. Многие народы рядом идущие или живущие уже канули в лету. Поэтому надо вернуться. Я вот всегда преклоняюсь перед первым президентом Якутии Николаевым Михаилом Ефимовичем. Я вот его соратник, я с ним рядом работал. И надо вернуться к тем идеям, которые Михаил Ефимович и его команда двигали в его президентство. Надо вернуться к этому, надо помогать, значит, фермерскому хозяйству. Не надо ориентироваться на глобальные какие-то. Может быть, через 100 лет что-то будет такое, да? Но сейчас, вот на ближайшие, по моим меркам, 20 лет надо поднять село. Мы всегда говорили, что село – это образ жизни, это не только сельское хозяйство, это образ жизни. Я вижу республику как центр мировой республику Саха-Якутия лет через 80-100 как центр мировой цивилизации. Ведь не зря вот основатели геополитики, как науки, да, они 100 с лишним лет назад, когда эта наука появилась, значит, если иметь в виду, так сказать, вот северное полушарие, там эти ученые делили мир как бы на два, северный и южный. Да? Так вот, в северном полушарии центром цивилизации будет Лена-Ланд. Страна Лена-Ланд. Это как раз между Енисеем и Леной. Так вот, я сторонник этой теории, что будет центром мировой цивилизации. И надо сегодняшним нашим поколениям, да, этому будущему значению нашей родной республики соответствовать и развивать реальную экономику, реальную социальную инициативу, понимать, реальные отношения внутри государства. Якутия будущего, как и другие субъекты, должна иметь огромные полномочия собственные. Но это означает, что и собственные ресурсы должны быть у этих субъектов. Вот конспективно, как я вижу, будущее республики.